Так, здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии. Это уже продолжение э, моего предыдущего ролика, потому что там кто-то позвонил, а я снимаю на телефон, и, монтаж я пока не делаю, просто я записываю то, что я думаю. Так вот, там я начал говорить, сколько можно на этом заработать. То есть, смотрите, зачем я это вообще все делаю, да? Дело в том, что я всегда, вот если есть зло и есть добро, я всегда становлюсь на стороне добра. Почему? Потому что, по якутским нашим мировоззрениям, если вы становитесь на сторону духов верхнего мира, это АИ, как вы знаете, да, они же классные придумщики, они просто с пустоты что-то придумывают, нечто классное, креативное, и чтобы с ними как-то контачить, нужно им сначала что-то дать, и когда ты им там дашь, скажем, рубль, они тебе вернут в 10 раз больше, потому что, они такие классные ребята. Так вот, а что не скажешь, например, о демоне, да, вот у этого демона, с демонами работа вообще сложная, как говорится, ты им что-то дашь, то есть они тебе что-то дадут, а душу заберут. Там как история шла, 30 серебряников, что ли, что-то в этом роде. Вот. Поэтому, как говорится, по традиции мы убегаем от Аббаса, то есть от Путина, и бежим в сторону светлых сил. И я думаю, что вот моя ему помощь Александру Габушеву, шаману-воину, великому шаману-воину, мне вернется в десятерню, поэтому я в этом очень-очень сильно уверен. А почему с такими людьми вообще хорошо, работать, да? Вот. Дело в том, что если мы начнем ему помогать, мы выстрелим очень-очень по многим фронтам сразу. Например, я думаю, что при продаже этих футболок можно будет, если зарабатывать, по крайней мере, по 50 рублей с футболки, если продать 100 тысяч футболок, это, думаю, вполне реально продавать, потому что это действительно модно, я бы купил. Потому что это мой протест всей коррупции, понимаете? То есть фотография шамана. Вот. Представьте, 50 рублей со 100 тысяч, это будет уже 5 миллионов рублей, да? И, дальше идут вот эти стаканы, магнитки на эти постеры, встречи можно организовать большие с этим шаманом и так далее, и так далее. И на этом, я думаю, что в общей сложности можно решить все финансовые проблемы Александра Габушева. Можно решить. И каждый, кто будет помогать, он впоследствии у него в жизни будет все очень хорошо слаживаться, я так думаю. И, и городу Якутску это будет тоже очень хорошо. Я думаю, что мэр Аксентьева просто будет рада прибытию такого количества туристов в Якутск. Вообще же это такое интересное место, что люди прибывают, и это может быть стать определенным каким-то культовым центром борьбы со злом, который, в России начало процветать. Вот. Почему, например, в аду все так плохо? Да, то есть в нижних мирах. Почему? Потому что, там внизу живут только аббасы, то есть вот эти демоны. А демон, он ничего не может производить, он может только пожирать. Понимаете? И вот в нашей стране, в России, пришел к власти демон, и, Россия превратилась в нечто подобие, нижнего мира, да, тоже ничего не производит, а все, что есть, разбазаривает. Вообще ничего нет, ни работы нету, ни пенсии, вообще ничего, я не представляю, они собираются еще, они не создают новых рабочих мест, они могут создавать только новые налоги, чем не ад. Вот. Если мы поможем Александру Габушеву, может ситуация измениться. Дело в том, что если бы, допустим, такой тоже мир грез, допустим, такой вымышленный мир, в котором Александр Габушев бы стал президентом Российской Федерации, только подумайте, человек, который с верхнего мира пришел и, это самое, то есть, имея все богатства России, которые мы имеем, сырье,
Сверх того, они бы с воздуха придумывали нечто хорошее, нечто доброе, нечто креативное, которое... Ведь что такое в русском языке слово «добро»? Добро, другой оборот речи в русском языке это богатство, это деньги, понимаете? Вот в Соединенных Штатах, почему я вижу то, что вот у них же тоже очень много, здесь в Соединенных Штатах очень много, значит, добра, богатства, да, которое является сырьем. И тоже нефть, газ, здесь всего полно. Сверх того, руководители этой страны, они просто из пустоты делают такие классные вещи, там, создают такие условия, например, вот в Силиконовой долине. Вроде ничего здесь особого такого нету, но сам воздух пропитан таким, как сказать, прогрессивным, такое впечатление, как будто здесь все вот просто с воздуха берется и становится, значит, вот чисто вот только вот Google из чего стоит несколько бюджетов Российской Федерации. Просто сколько налогов они выплачивают государству. И, то есть каждое движение здесь, оно дает плюсы по многим фронтам. Потому что, как говорится, если ты помогаешь людям, которые пришли с верхнего мира, то все должно получиться. Я очень надеюсь, что у нас в России тоже это все очень получится. И к власти придут такие люди искренние, добрые, светлые, как Александр Габышев. И ситуация в России изменится, и наконец-то, я говорю, ребята, о зарплатах $500 в день. $500 в день это вполне реальная зарплата, которая может быть и в России, понимаете, и я на это очень надеюсь, и что продолжительность жизни увеличится в России, как и в Соединенных Штатах Америки. То есть в 75 лет одноклассники могут встретиться, и большинство из них будет на этой встрече. Понимаете? Здесь продолжительность жизни около 80 лет. Вот, а в России вот 65. Ну, просто ужасно. Вот Путина на него самого посмотрите. Ему сколько уже, 67 лет, а он не выглядит на этот возраст. Он живет совсем другой реальности на самом деле. Он не от народа, это совершенно другое, параллельное. То есть, как бы они существуют, эти два мира, они не пересекаются, которые создал Путин. То есть, та Россия, которую мы знаем, она сейчас просто в удручающем состоянии, ситуация становится все хуже и хуже, и только вот... Все-таки Бог не забывает Россию, можно сказать, и поэтому мы тоже не должны оплошать. Простейшие вещи-то, в принципе, можем сделать. Просто трудоустроить, можно сказать, одного коммерческого директора, имиджмейкера, значит, специалиста по продвижению бренда, IT-специалиста, представителя в Москве, специалиста по тату и специалиста, который является дипломатом. Вот. Если это же будет еще трудоустройство, просто мы создаем новые рабочие места, эти ребята будут зарабатывать для шамана и получать от него хорошую, значит, зарплату. Это будет очень-очень круто. Вот. Это же не вводить новые налоги. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Значит, дальше я буду делать еще более хороший контент. И я думаю, что у нас все очень хорошо получится. Спасибо.